Любопытная реакция на выступление Путина в Соединенных Штатах. Там отметили, что давно уже президент столь много не говорил о внутренних делах и давно не выступал в таком миролюбивом тоне. Из этого некоторые СМИ поспешили сделать вывод, что это признак слабости России. Но это далеко от истины. Видимо, американские комментаторы предпочли не заметить выраженной Путиным твердой решимости по-прежнему отстаивать наши национальные интересы от Европы до Сирии. Я бы порекомендовал им обратить внимание на одну фразу Путина. Авиация и флот доказали свою способность эффективно действовать далеко за пределами мест постоянной дислокации. Где же здесь признаки слабости? Это, напротив, признаки силы. Ведь способность вооруженных сил страны действовать в случае острой необходимости далеко за пределами своих границ является одним из главных признаков сверхдержавы. До сих пор такую способность демонстрировали только Соединенные Штаты, причем пользовались ею, как правило, в нарушение международного права и с катастрофическими последствиями для тех стран, где проводились такие операции. Достаточно назвать Ирак, Ливию и Афганистан, этим все сказано. Теперь же способность действовать против террористических сил в дальнем зарубежье продемонстрировала наша страна, тем самым поколебав американскую монополию на сверхдержавность. Когда полгода назад корреспондент американской компании NBC задал Башару Асаду вопрос, что изменило ход войны в Сирии, то президент Сирии ответил одним словом – Россия. Об изменившемся ходе войны и о том, у кого сегодня в руках военно-политическая инициатива в Сирии, в материале Романа Перевезенцева. По улицам города Тель движутся самоходные зенитные установки, но впервые в репортерских кадрах они предстают не ведущими огонь, а в момент передачи их от боевиков солдатам сирийской армии. Полное разоружение как гарантия сохранения жизни и возможность покинуть район. Такие условия были озвучены для тех, кто засел в этом городе, находящемся всего в 12 километрах от сирийской столицы Дамаска. На размышления 2 недели. Некоторые из боевиков выжидать весь срок не стали. Оружие и боеприпасы сбрасываются в грузовики, да и просто на землю. Автоматы и пулеметы, гранатометы и патроны в мешках из-под строительного мусора. Выходящим из окружения власти предоставляют автобусы для отъезда. Буквально год назад увидеть такую картину в Сирии было нереально. Армия Башара Асада, изрядно потрепанная в боях, обескровленная, с трудом обороняла саму себя. После решения России об оказании помощи в борьбе с ИГИЛ ситуация коренным образом изменилась. Теперь сирийцы диктуют свои условия исламистам, и, как правило, это условия капитуляции. Поддержанная с воздуха российскими ВКС, сирийская армия заперла немалую часть боевиков во втором по величине городе страны – Алеппо. После длительной осады ее наиболее укрепленной юго-восточной части правительственным войскам удалось на этой неделе рассечь оборону оппозиции и серьезно переломить ситуацию. Достаточно интенсивная шла боевая работа в последние несколько недель. Явно прослеживается, с моей точки зрения, желание и задача, поставленная задача освободить Алеппо до Нового года, то есть в течение декабря месяца. И учитывая ситуацию, сложившуюся сейчас на территории Алеппо, конечно, эта задача вполне выполнима, и, скорее всего, она и будет. За последние дни сирийской армии удалось взять под контроль 16 кварталов города, выбить боевиков с занимаемых позиций, вывести в безопасные места тысячи мирных жителей. Результат еще не виданный в этой кампании. В городе сейчас работают российские медики, саперы, специалисты по химоружию. Люди выходят практически в том, в чем есть в одежде, ничего с собой не имея, потому что дома все разрушены. Все, что они нажили в течение жизни, они все осталось там. Однако успехи сирийской армии и российская помощь в борьбе с террористами по-прежнему не устраивают часть политиков в Европе. Да и в США, буквально толпящаяся в очереди на увольнение перед приходом Трампа, старая администрация норовит хоть как-то заставить Россию приостановить стремительное освобождение Алеппо, признает газета «Вашингтон-Пост». Наш неутомимый госсекретарь Керри предпринимает яростные, на грани невозможного дипломатические попытки заключить соглашение с Россией, чтобы снять осаду Алеппо. Он мотивирован не только гуманитарным кризисом в этом сирийском городе, но еще и перспективой того, что новый американский президент заключит с Москвой совершенно другое соглашение, в котором он откажется от сирийской оппозиции и поставит Соединенные Штаты на сторону диктатора Башара Асада.
Одной из причин столь активных действий со стороны Европы и США считается желание уберечь от уничтожения в Алеппо отряды, которые упорно называют умеренной оппозицией. Хотя обещанного еще в январе отмежевания их от террористических банд Штаты так и не произвели. Дело в том, что многие забывают одну очень простую вещь, что умеренность оппозиции уменьшается в соответствии с длительностью того или иного конфликта. Учитывая, что военные действия на территории Сирии идут уже больше 5 лет, то, естественно, умеренная оппозиция исчезает. Она размывается вот этими самыми неумеренными группами. В Европе обвиняют Россию. Гуманитарные миссии якобы не могут доставить в город свои грузы. В Минобороны удивляются, на них уже давно никто не выходил с предложениями об оказании помощи местным жителям. Мы рассчитываем, что ООН, Сирийское общество Красного полумесяца и другие гуманитарные организации активизируют работу по оказанию помощи жителям Алеппо. Российский центр примирения готов в кратчайшие сроки обеспечить безопасное прохождение гуманитарных конвоев в освобожденные от террористов районы города. В четверг Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, где оказание помощи алеппцам было одной из главных тем. Однако подобные призывы наиболее враждебно настроенные к России политики в Западной Европе просто не слышат. Они требуют срочно ввести против России хоть какие-нибудь дополнительные санкции. Учитывая, что арсенал способов давления уже исчерпан, предлагаются экзотические. Глава Комитета иностранных дел Бундестага Норберт Рётген высказал идею не пускать на рождественские шопинг-туры в Мюнхен и Париж российских военных. Самое главное — это создание вот этой атмосферы. Они пытаются вот такой политикой раскручивания антироссийской такой истерии остановить вообще распространение пророссийских симпатий, размахивая флагом санкций, хотя реальных санкций реальных возможностей практически нет, кроме составления списка тех, кто не поедет в Париж перед Рождеством покупать подарки или посещать какие-то рождественские мероприятия. То есть, действительно, люди непричастные. Сомнительно, однако, что в ЕС сумеют договориться о принятии дополнительных санкций по Сирии. Во-первых, против этого выступает часть стран, членов Евросоюза. А во-вторых, к этому явно не склонна формирующаяся администрация Трампа. А Европа все же не может не оглядываться на США. В любом случае, политические маневры противников России на Западе, типа вчерашнего решения Конгресса США запретить финансирование военного сотрудничества с Москвой, не повлияет на темп освобождения Алеппо от боевиков. А это значит бесславное окончание в Сирии кампании Обамы, считает японское издание Wedge Infinity. Поражение оппозиции нанесет сокрушительный удар по Саудовской Аравии и администрации Обамы, которые ее поддерживали. По всей видимости, они станут проигравшими. О том, что проигравшим в Алеппо все очевиднее становятся и сами боевики, говорит и тот факт, что в пятницу сирийским военным их сдалось более 500 человек. И тут же большинство из них были амнистированы специальным указом Башара Асада в обмен на обещание больше не участвовать в боевых действиях. Роман Перевезенцев, Сергей Фельчаков, Александр Федоров. Аналитическая программа «Постскриптум». Вы смотрите «Постскриптум», в студии Алексей Пушков. Продолжаем нашу программу. Кончина Фиделя Кастро вызвала широкую и разнообразную реакцию в современном мире. В ряде стран, таких как Алжир, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, был объявлен многодневный траур по кубинскому лидеру. Другие государства, в том числе Россия, дали высокую оценку его деятельности и направили в Гавану на похороны высокопоставленные делегации. Но была и другая реакция, прежде всего в США. Там с удовольствием рассуждали о смерти диктатора и выражали надежду, что на следующий день после ухода Кастро на Кубе камня на камне не останется от его наследия. Советники Дональда Трампа дали понять, что он откажется от нормализации отношений с Кубой, начатой Обамой, в случае, если кубинское руководство не пойдет на существенные уступки в сфере прав человека и политических свобод. Иными словами, кубинскому руководству предлагают собственными руками провести на Кубе оранжевую революцию. О степени вероятности таких сценариев и о том, что ждет Кубу после Фиделя Кастро, в прогнозе, подготовленном Рамилем Гатауллиным.
Проститься с Фиделем Кастро на Кубу прилетели политики высшего звена из полусотни государств, в том числе премьер-министр Греции Алексис Ципрос, президент ЮАР Джейкоб Зума, бывший король Испании Хуан Карлос, а также представители Канады, России, Индии, Китая, Мексики. Мы прощаемся с Фиделем, защитником бедных, униженных, угнетенных. В своей борьбе за справедливость и достоинство, в своих поражениях и победах Греция берет пример с Фиделя. Речи о Фиделе Кастро политиков на трибуне созвучны тому, что думают о кубинском команданте внизу. Вот, к примеру, слова президента ЮАР и студента из этой же страны. Фидель был великим человеком, человеком, которого мы уважаем. Благодаря его отношениям с Нельсоном Манделой мы, студенты из Южной Америки, можем изучать на Кубе медицину. Куба не искала в Африке ни золота, ни алмазы, ни нефть. Кубинцы хотели, чтобы Африка стала свободной, чтобы перестала быть плацдармом для мировых держав, чтобы люди перестали страдать. Вместе с Фиделем ушла эпоха революционного романтизма. Он был последним из тех, кто сам с оружием в руках делал историю 20 века. При нем Куба, бывшая до 1959 года фактически американским борделем, получила новое название – «Остров Свободы». В то время как на Кубе скорбели по другую сторону Мексиканского залива, в США отмечали смерть Фиделя Кастро совсем иначе. Вот как эти кадры прокомментировал футбольная звезда Диего Марадона, друживший с Фиделем Кастро. Это очень тяжело. Я чувствую ужасную боль, потому что он был мне как второй отец. Прежде чем прийти сюда, я смотрел телевизор. Кое-кто празднует его смерть. Это ужасно, это отвратительно. Фидель боролся за свой народ, и если червям, кубинцам, живущим в США и ненавидящим Кастро, это не нравится, мне очень жаль. Но мне кажется, что нельзя радоваться смерти. Только что избранный президент США Дональд Трамп назвал Фиделя Кастро диктатором и пообещал пересмотреть прежние договоренности между странами. Теперь многие американские кубинцы и вашингтонские ястребы ожидают, что политика сближения между Кубой и США, начатая при Обаме, будет свернута. Вот, к примеру, что пишет блогер Сильвио Канто в интернет-издании American Thinker. Куба – это полнейший бедлам, где ничего не исправить. Никакие реформы Кубе не помогут. Остается лишь разрушить всю систему и начинать все сначала. Господин Трамп, перекройте им кислород, и на Кубе вас встретят как героя. Похоже, в США многие жаждут реванша, которого они ждали более полувека. Американцы бросали сотни миллионов долларов на информационную войну с Кубой. Сколько эмигрантов уехало из Кубы и создало свое сообщество, которые создавали вот этот очаг ненависти к нынешней Кубе и в частности к Фиделю Кастро. Фидель Кастро потерял свою сестру, которую ЦРУ, обработав, в 1964 году вывезла на территорию Соединенных Штатов Америки, и она возглавила антикубинскую программу, финансируемую американским правительством и ЦРУ. Сколько раз покушались на Кастро, и все равно ничего не вышло. Однако время грубой силы прошло, и теперь вряд ли кто-то решится на операцию, подобную той, что была в бухте Качинос. Речь идет о том, что попробовать это сделать мягкой силой. Таков настрой был в администрации Обамы. И там гулял термин такой «цунами». Нужно устроить цунами на Кубе, пользуясь нашими деньгами, нашими людьми и информационным концентрированным воздействием. Я не думаю, что администрация Трампа в большей мере авантюристична по сравнению с администрацией Барака Обамы. Я думаю, что будет расчет, никто не заинтересован в обвальном характере процесса изменений на Кубе. Ни американцы, ни кубинская диаспора. Молодое поколение уже не имеет той злобы и ненависти, которая характерна для отцов и дедов, эмиграция контрреволюционной волны. Последние 10 лет отошедший от активной политической деятельности Фидель Кастро выполнял роль, так скажем, камертона, совести нации. В 2018 году собирается уйти на покой и Рауль Кастро, уступив место молодым политикам. Что будет тогда с Кубой? Останется ли она социалистической, или у них начнется своя перестройка, как когда-то в Советском Союзе, которая фактически привела к развалу СССР? Вот что пишет испанская газета «Мундо». У Кубы останется 3 варианта действий. Продолжать
продолжать жалкое существование при коммунистическом режиме и некоторых шагах в сторону рынка, полностью перенять китайскую модель или попросту отказаться от социализма. Что бы ни произошло, самая печальная перспектива заключается в том, что под лозунгами демократизации будут утрачены все небольшие, но важные достижения революции, от бесплатного образования до бесплатного медицинского обслуживания, а уехавшие в США кубинцы начнут силой возвращать свою собственность. Многие считают, что Куба стоит на пороге трансформации, продвигая все больше и больше капиталистической экономики. Я сомневаюсь. Рауль Кастро должен остаться на посту до 2018 года, затем уйти в отставку и, возможно, стать временным президентом. Я уверен, что революционный дух и наследие Фиделя не дадут кубинскому народу свернуть с прежнего пути. Думаю, глобальных изменений не будет. Руководство самой Кубы, похоже, присматривается к вьетнамской модели развития, при которой сохраняется идеологический каркас, бизнес получает полную свободу, а во внешней политике проводится многовекторность. Сейчас они говорят, в том числе и в приватных беседах, в откровенных беседах с нами, что не думайте, что мы позволим себе такую глупость и роскошь, как класть яйца в одну корзину. Они уже научены этим опытом. В свое время они клали яйца в одну американскую корзину, потом они яйца клали в корзину советскую. Нужны сбалансированные отношения. Там будет Китай, но останется место и для России. Если бы не Советский Союз, потому что Америка по Кубе прошлась бы просто бульдозером, уничтожив все население, как она это делает сейчас в других странах. И кубинцы все же это помнят, поэтому мы обязаны вернуться туда. Это братский народ, они любят нас, они простят нам это предательство, бесспорно. И мы уже другая страна, мы не та страна, которая тогда их предала, мы все же стали сейчас другими. И я думаю, вот с этой новой Россией, с Россией Владимира Путина, они хотят сотрудничать. И вернуться на Кубу надо обязательно. Дело не только в роскошных отелях, океане, прекрасном даже в шторм, и великолепных пляжах, которыми сейчас завлекают сюда миллионы туристов со всего света. Политическое значение Кубы, находящейся на перекрестке путей между Атлантикой и Тихим океаном, неизмеримо больше, чем ее территория. И Барак Обама, судя по всему, это понимал. От геополитической ориентации Кубы зависит соотношение сил во всем регионе и даже за его пределами. Рамиль Гатауллин, Анна Прохорова, Александр Федоров, Елена Черменская. Аналитическая программа «Постскриптум».